Концерты, соревнования и 199 невест. Республика отметила большой праздник – День молодежи, День учителя и День Грозного. Улицы и площади столицы превратились в площадки для концертов, спортивных и интеллектуальных игр и даже свадеб. 199 пар поженились в этот день. Такое число молодоженов не случайно. Именно столько лет исполнилось в этом году Грозному. Народные гуляния продолжались до поздней ночи. Вечером на летнем амфитеатре прошел концерт чеченских и российских звезд. В числе почетных гостей глава Чечни Рамзан Кадыров. Вместе с ним принц Бахрейна Насер бин Хамад бин Иса аль-Халифа. На празднике также присутствовали многочисленные гости из других регионов. О грандиозном шоу Ясмина Гасаева. Грозный выстоял и стал гордостью всей страны. И единственным, кто отстоял это право, был первый президент Чеченской республики Ахмад Хаджи Кадыров. В мае Грозного открывает торжественное мероприятие, посвященное 199-летию столицы, вспоминает страницы истории. Грозный стал местом реализации самых амбициозных проектов и становится спортивным, туристическим и культурным центром страны. С каждым годом масштабы и размахи проектов, реализуемых в нашей столице, становятся все больше. Реализуется проект Ахмад-Тар, многофункциональный высотный комплекс высотой более 400 метров, торгово-развлекательный центр «Грозный молл», построен уникальный цветочный парк мирового уровня и многое другое. Это главное торжество вечера, и Рамзан Кадыров приехал сюда в сопровождении принца Насера бин Хамад бин Иса Халифа. Глава Чечни прилетел из Москвы, где был на встрече президента страны Владимира Путина и короля Саудовской Аравии. Первым делом глава региона передал поздравления от президента России по случаю Дня города всем грозненцам. Я только что прилетел из Москвы и с огромным волнением выполняю поручение национального лидера президента России Владимира Путина. Он просил передать самые горячие искренние поздравления жителям Чеченской Республики в связи с Днем города, Днем учителя и Днем молодежи. Наш президент сказал, что помнит, каким был Грозный, а сегодня он является красивым, спокойным и замечательным городом, которым мы все можем гордиться. Владимир Владимирович желает вам мира, счастья и процветания. Такое внимание президента России Владимира Путина вселяет гордость и радость за наш Грозный. Он просто по-человечески сказал большой вам всем привет передать. Свои поздравления с Днем города и добрые пожелания передает вам и председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. Он желает экономического развития, благополучия и процветания нашей столицы. Я от вашего имени выражаю благодарность президенту России Владимиру Владимировичу Путину и председателю правительства Дмитрию Анатольевичу. Сегодня наша столица является визитной карточкой Севера Кавказа. О его красоте говорят во всем мире. Сотни тысяч туристов ежегодно с удовольствием посещают Грозный и уезжают с большим желанием вновь сюда вернуться. Каждый, кто побывал в Грозном, отмечает, что на улицах, в парках и скверах города царит особая атмосфера добра, счастья и радости. Таким Грозный стал совсем недавно. Он, как феникс, возродился из пепла. Сохранению статуса столицы республики и началу восстановления Грозного мы обязаны нашему первому президенту, герою России Ахмаду Хаджи Кадырову. Решительную поддержку курсу Ахмад Хаджи оказал президент России Владимир Путин. Мы продолжили процесс возрождения республики и заново отстроили столицу. Сейчас, пересматривая фотографии и хронику военных лет, трудно поверить, что огромные территории, где лежали только руины, где не было ни одного целого здания, ни одной дороги, за удивительный короткий срок родилась эта жемчужина новой возрожденной Грозной. Мы очень гордимся богатой и славной историей Грозного. Благодаря единству, трудолюбию и подвигу жителей Грозного и всей республики наша столица гордо носит почетное звание «Город воинской славы». Его называют спортивным, культурным и деловым центром Юга России. Уверен, что впереди у Грозного еще много ярких новых достижений. Мы приложим все силы, чтобы сделать его еще красивее. Я еще раз поздравляю всех с Днем города, а также Днем учителя и Днем молодежи Чеченской Республики. Вечного процветания тебе, любимый город. Аллаху Акбар.
На День города многие горожане получили подарки, вручал Рамзан Кадыров. И в особых случаях, как дань уважения взрослому человеку, которому трудно подняться на сцену, Рамзан Кадыров спускается в партер. Это жительница Грозного. Всего 50 семей за счет фонда имени первого президента Ахмата Хаджи Кадырова получили квартиры. Рамзан Кадыров тут же вручает женщине ключи и документы от нового жилья. Почетные грамоты и знаки трудового отличия их получили сотрудники городской мэрии. Их также вручил глава республики. Но это не все. Власти озвучили приятную новость. Все горожане, которые стоят на учете как инвалиды и чьи дни рождения совпадают с Днем Грозного, получат материальную помощь. Это 109 человек. Все инвалиды города Грозного, которые родились 5 октября, они тоже получили по 100 тысяч рублей каждый. В партере много гостей. Это и главы субъектов, и королевские особы. Принц Бахрейна, который в республике уже не первый день, и который многое успел увидеть, поделился своими впечатлениями. Он поздравляет чеченский народ с праздником. Я имею честь передать вам слова приветствия и любви от короля Королевства Бахрейна с пожеланием мира и процветания Чеченской Республики. Я рад, что сегодня нахожусь рядом с вами. Я уверен в том, что в ближайшее время Грозный станет еще краше и величественней. Сегодня Чечня отмечает несколько праздников, среди которых день рождения моего дорогого брата Рамзана Кадырова. Я сегодня вижу всю мощь республики. За последние несколько лет вы смогли поднять республику из руин, восстановить ее и сделать невероятно красивой. Секрет вашего успеха прост. Это любовь всего чеченского народа к руководителю субъекта и любовь руководителя к своему народу. Я прошу у Всевышнего удачи и успехов вам, чтобы безопасность и стабильность была вашим постоянным спутником. Министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов отметил, что Грозный город с непростой судьбой. И каждый раз в очередную поездку сюда он может удивить. И это, несомненно, заслуга главы республики Рамзана Кадырова. Город Грозный, Рамзан Ахматович сказал, является не только, наверное, жемчужиной нашего Северного Кавказа, но я уверен, что он является одним из лучших городов нашей великой России. Уверен, одним из самых лучших городов, которые сегодня есть на нашей планете. Потому что это город для людей. В нем хочется жить, в нем живется хорошо, и он именно сделан для человека. Я хочу пожелать городу Грозному дальнейшего процветания, радости и, самое главное, больше людских улыбок, потому что счастливые люди – это яркое свидетельство настоящего и будущего Грозного. И, конечно, я хочу сегодня воспользоваться возможностью и вместе с вами еще раз поздравить с днем рождения своего друга, главу республики Рамзана Ахматовича Кадырова. И я думаю, что, наверное, все всегда озабочены, какой ему сделать подарок, а он имеет один и очень простой ответ. Это счастье чеченского народа. И он каждый день делает себе этот подарок. Поздравили горожан и всю республику, и главы субъектов. Я хочу город поздравить, пожелать успехов, процветания, мирного неба над головой. Но моему брату Рамзану Ахматовичу в день рождения хочу пожелать, чтобы он всегда оставался таким, как он есть сегодня, как все мы его с вами знаем. Честным, мужественным человеком, настоящим патриотом России, верным соратником президента Владимира Владимировича Путина, лидером чеченского народа и моим братом. Мои поздравления, Рамзан Ахматович, с большим уважением. Вы всегда знаете, что моя рука и мое плечо всегда рядом с вами. Дорогой мой брат Рамзан Ахматович, дорогие жители Чеченской Республики, дорогие жители города Грозного, гости, я с большим удовольствием от себя лично, от всех жителей многонациональной Карачаево-Черкесии хочу поздравить с этим прекрасным и замечательным праздником, с днем рождения города Грозного. Хочу всем жителям пожелать мира, добра и благополучия. Ну и, конечно же, я не могу не поздравить своего дорогого брата с днем рождения. Хочу пожелать вам, Рамзан Ахматович, всей вашей большой, красивой семье, в вашем лице всем жителям Чеченской Республики мира, процветания и благополучия. С праздником! После официальной части большой концерт среди гостей и Тимати. Правда, на этот раз он ничего не исполнил, и здесь он в качестве зрителя. Программа получилась насыщенной. Концерт вели уже полюбившиеся ведущие Игорь Верник и Николай Басков. Последний, как еще и народный артист республики, исполнил песню. Я подарю тебе любовь и море сказочных цветов. В
выступила и Валерия. Она исполнила несколько песен, но если Валерия и Баска Верник в Грозном частые гости, то грузинская группа Бани в Чечне больше знакома благодаря интернету. Артисты исполнили одну из самых знаменитых песен чеченской эстрады «Малика». Также были и артисты чеченской эстрады, благодаря которым гости почувствовали, что такое кавказский колорит. Грозному 199 лет. Еще год и будет юбилейная дата. Поэтому Рамзан Кадыров и Муслим Хучиев символически запустили обратный отсчет до 200-летия столицы. Небо Грозного озарили тысячи ярких огней. Ясмина Гацаева, Адам Чекуев, Дани Хавхаров при поддержке пресс-службы главы республики. Новости.